Эти трогательные кадры удивительного возвращения лошади по кличке Мажора к прежнему хозяину облетели всю Россию. Это история о безусловной любви и преданности животного к человеку, который всей душой тоже любил своего питомца. Новый владелец увез Мажору в село Картофельное. Оттуда со временем быстроногая питомица сбежала и вернулась в Сагапши к прежнему хозяину. Именно к этим воротам пришла лошадь, которая была продана год назад. Мажора прошла 10 километров в поисках своего прежнего дома, где ее, очевидно, очень любили. Вот она, счастливая черногривая красавица, верная только одному хозяину. Она умудрилась совершить побег, отыскала дорогу домой и живет теперь снова на заднем дворе дома Ислама Булгучева. Но сегодня коневод с питомицей впервые отправляются в его конюшню, где живут мама и сестра сбежавшей лошадки. Сейчас мы увидим трогательный момент долгожданной встречи семьи скакунов. Эмоции на лицо, а точнее на лошадиную мордочку. Мажора не видела маму и сестру больше 1,5 лет, но они вспомнили друг друга. Такая нежность умиляет глаз и трогает душу. Но больше поражает ее преданность своему хозяину. Лошадка английской породы заставила сердце владельца затрепетать в момент неожиданной встречи после долгой разлуки. Такие эмоции у меня давно не были. Вот. Я как сон вижу, такой есть. Приятный такой сладкий сон вижу. Я когда увидел, не понял, что это, не узнал, что это Мажора моя. Вот. Но видел, что это мое близкое в душе. И чувствовал, что это мое. Смотрел, обошел везде вокруг. И потом только почувствовал, что неужели это Мажора? Вот видите его. Вот тогда у меня вот такое ощущение, все мурашки побежали по телу. Продать любимицу семьи Мажору год назад Исламу пришлось из-за острой нужды в средствах. Деньги нужны были для их поездки с супругой в хадж. Для всего семейства это было тяжелым испытанием. Мажору продавали, и нам очень было жалко, и мы плакали. А когда она вернулась, мы обрадовались и очень ходили к ней, трогали. Мы любим ее угощать вкусной морковкой, яблокой и так далее. После поездки в хадж Ислам купил конюшню, выкупил маму и сестру Мажоры, пытался вернуть и саму Мажору, но новые хозяева тоже успели полюбить ее и не соглашались продать лошадку. Тогда крепкая кобылка все взяла в свои лошадиные ноги и сбежала. Позвонил хозяину, я говорю, где ваша лошадь? Они мне сказали, мы 2 дня уже ищем ее, не можем найти. Я говорю, по видео показываю, вот ваша лошадь. Давайте я ее куплю, продайте мне ее. Они говорят, нет, не продается. Ни в коем случае, ни за какие деньги. Новый хозяин приехал и забрал беглянку. Ислам продолжал уговаривать продать Мажору ему обратно. В итоге договорились о сумме в 500 000. У Ислама было не больше 100 000. Не погрязнуть в долгах помогли добрые люди со всего Кавказа, которые увидели завирусившийся ролик в сети и решили собрать деньги. Новый хозяин понял, что для преданной лошади тяжела разлука с прошлым владельцем и уступил кобылку за 300 000. На этих кадрах Мажоре 1,5 года. Тогда Ислам только купил ее в первый раз. Лошадка маленькая и худенькая. Многие отговаривали коневода от покупки такой бесперспективной лошади. Но он верил в нее с самого начала и никого не слушал, кроме своего сердца. Многим не нравилась она. И мне говорили, зачем ты ее купил? Зачем? Ну посмотри на нее. Она вообще сесть на нее, показывать даже некрасиво. Она не подходит тебе. Мне многие обидно было мне. Очень обидно было. Я для себя давал слово. Я с ней разговаривал постоянно. Я давал ей слово, что сделай так, чтобы ты выглядел лучше всех. Дорогостоящие витамины, ежедневные прогулки, забота и бесконечные поддерживающие разговоры питали и укрепляли лошадь. В итоге Мажора стала крепким, статным и выносливым скакуном. Через 2 дня после законного возвращения Мажоры домой у нее родился жеребенок. Мы не можем показать его, потому что недоношенный лошадиный младенец борется за свою жизнь. Владельца беглянки вся эта удивительная история возвращения домой вдохновила на создание конного клуба под названием «Мажор». Сегодня здесь уже 13 лошадей. В конном клубе сейчас обучают детей верховой езде, а также проводятся курсы иппотерапии. На Мажоре в течение целого года особо никто не ездил, поэтому ей предстоит большая работа по подготовке к езде под седлом. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.